В Коми появится свой региональный банк одежды. Такую задачу поставили перед собой активисты общественной организации «Сила жизни». Они не только помогают всем, кто нуждается в самом минимуме вещей, к примеру, после пожара или оказавшись в трудной жизненной ситуации. Волонтеры также отправляют текстиль на переработку. О социально-экологическом проекте в материале Анастасии Тюрниной. Вещи должны быть идеально чистые, так как будем передавать вещи людям. Поэтому они должны быть без дефектов, без дырочек. Каждая вещь проходит проверку качества. Все хорошее идет в региональный банк одежды. Все, что забраковали, на переработку. Но и здесь есть ограничения. Предприятия в Ивановской области впредь выставляют жесткие требования к такому вторсырью. Это ХБ, трикотаж, джинса, постельное белье и махра. Вещи без подклада. Синтетика не принимается. На этой неделе сыктывкарские активисты и собирают весь текстиль на переработку. Предприятия, которые этим занимаются, заинтересованы в больших объемах. Поэтому отправляют машины в регионы, чтобы не было у волонтеров логистических проблем. Это помещение опустошают примерно раз в квартал. Накопить здесь получается около 3 тонн текстиля. Вы представляете, сколько здесь висит, одежды? Сколько отправляется каждые 3 месяца, на переработку? Это какие объемы? А эти же объемы могли поехать на тот же полигон. И, соответственно, это огромный вред нашей окружающей среде. Волонтеры установили специальные контейнеры для приема вещей. Тревожит активистов только одно. Многие сыктывкарцы воспринимают их как мусорные баки, а потому туда часто попадает все то, что просто завалялось дома. Общественники очень надеются, что горожане все же ответственнее будут подходить к вопросам утилизации ненужной одежды. Анастасия Тюрина, Виктория Палкина, Вадим Каблов, телеканал Юрган.